привет! Это музыкальный обзор. С вами мы не виделись уже 3 недели, а для мира музыки это огромный срок. Поэтому прямо сейчас я спешу поделиться самыми горячими и свежими премьерами. Начать музобзор хочется с поздравлений, а поздравлять мы будем Сергея Лазарева. И даже не с тем, что певцу в минувшую среду исполнилось 32, хотя счастья, здоровья, радости ему желаем, а с тем, что музыкант выпускает новый двойной альбом. The Best – такое название носит пластинка, приуроченная к 10-летию его сольной карьеры. В этот альбом вошли лучшие песни музыканта, главные хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание. Релиз сборника The Best состоится в 2 этапа. Уже 1 апреля стало доступно русское издание, в которое вошли все хиты Лазарева на русском языке. А в июне выйдет англоязычная версия альбома, где будут представлены лучшие треки на английском языке и 3 абсолютно новые песни. Наши поздравления отправляются также в адрес красивой девушки, экс-солистки группы «Серебро» Елены Темниковой. Но не с новым альбомом мы поздравляем, а с новым статусом. 27 марта Темникова стала мамой. Девушка давно хотела ребенка, и именно желание полностью посвятить себя семье стало ключевой причиной ухода Лены из «Серебра». Об этом радостном событии артистка рассказала подписчикам своего Инстаграм. Первенцем счастливой пары стала девочка. Поклонники Темниковой искренне радуются за девушку, а вот фанаты следующего артиста, наоборот, переживают и негодуют. Англо-ирландский бойс-бенд One Direction, который радовал своего зрителя уже 5 лет, лишился солиста. Зейн Малик решил покинуть группу, обосновав это тем, что жизнь, которую он живет сейчас, неполная. И в свои 22 года хочется соответствовать своему возрасту и быть свободным, независимым от журналистов и контрактов. Поэтому сейчас Малик намерен дышать полной грудью и жить на полную катушку. Группа, тем не менее, продолжит мировой тур и планирует записать новый альбом в этом году. Для фанаток это, конечно, стало ударом, но если подумать, теперь у влюбленных девушек есть шанс встретиться с кумиром вживую. А вот с кем вживую встретиться вряд ли получится, так это с Полиной Гагариной из-за огромной занятости. Известно, что девушка задействована в съемках фильма, многочисленных конкурсах, в числе которых главный – Евровидение. Так вот, в сети уже появился клип на конкурсную композицию «A Million Voices». Очень добрый, радужный и нежный клип. Миллион голосов олицетворяют обычные люди, которые своими открытыми улыбками и горящими глазами призывают к лучшим на свете чувствам – любви и доброте. К любви также призывают гости одной из наших программ «Веселые заводные Потап и Настя». Новое творение ребят никого не удивит названием, но зацепит содержанием. «Уди-уди, ру-ру-ру, чумачечья весна» – названия песен этого тандема уже никого не удивляют. Всегда ярко, необычно, красочно. Новый трек – не исключение. «Бум-диги-бай» – название продолжает серию веселых песенок Потапа и Насти, но смысл в ней совершенно другой. Это работа, которая зацепит любителей лирики. Баллада о любви без резкости и пошлости, о том, как жизнь очень часто ставит нас перед выбором, и о том, что любовь – это земное чувство, и чтобы летать без крыльев и быть счастливым, нужно пережить боль и разочарование. Как поется в самой песне, это 50 оттенков грусти. Лучше посмотрите сами, возможно, вы найдете определенную философию для себя. Подумать есть над чем. Ну а закончим наш музыкальный обзор премьерой клипа «Дискотеки аварии». В такую дождливую погоду очень хочется солнца. Так вот, в этом клипе его предостаточно. Пальмы, песок, океан, солнце. Глядя на всю эту красоту, невольно забываешь о словах песни про то, что если кончится любовь. Нам кажется, такая история любви заканчиваться не имеет права. «Авария» составила конкуренцию диснеевскому мультфильму и создала свое маленькое кино о русалочке. Никакой сложности и тайного смысла в этом клипе нет, поэтому, когда хочется расслабиться и отдохнуть, этот видеоряд будет очень кстати. Смотрите экзотическую историю любви прямо сейчас. Это был музыкальный обзор. Я с вами прощаюсь. Пока!